2 месяца назад мне позвонил друг из Дубая. Он сказал мне прямым текстом: «Хабибулла, я дал разрешение своей жене и своей сестре совершить суицид». Я ответил: «Это же не дозволено по исламу». Он ответил: «Клянусь Аллахом, Хабибулла, я работал с одним китайцем в одном бизнес-проекте. Он приехал из Китая в Туркестан. Этот брат разговаривал с китайцем через WeChat. Китаец сказал: «Я приехал в Туркестан, может, тебе что-то нужно?» Он ответил: «Я лишь хочу поговорить с матерью через твой телефон. Съезди ко мне домой и дай моей маме со мной поговорить». Он приехал к нему домой и открыл там WeChat. Голос и видео. Это такая программа связи в Китае. Все остальные мессенджеры в Китае запрещены. Его мать взяла телефон и сказала: «Сынок, с нами все кончено. Забудь нас». Всем женщинам, подпадающим под категорию детородного возраста, провели медицинские манипуляции по их стерилизации. То есть сейчас в Китае каждая девушка-мусульманка из Восточного Туркестана, как она сказала, нашу деревню забрали в полном составе. Всех женщин, способных рожать, отвели в поликлинику и провели там стерилизацию. Затем он сказал, что увидел в доме статую, перед которой лежала еда. Его мать ответила: «Сынок, китайцы теперь ночуют в наших домах». Каким образом китайцы ночуют в домах уйгуров? Китай проводит политику братания. Они привозят китайцев с территории Китая. Началось с того, что китаец должен пожить в семье уйгуров целую неделю. Затем время увеличивали до месяца. Затем до 3 месяцев. 3 месяца в год китаец живет в семье, пока отец семьи находится в тюрьме. И даже если в доме есть женщины, к ним подселяют китайцев для совместного проживания. Он делает там все, что хочет. Поэтому жена и дочь этого уйгура попросили у него разрешения совершить суицид. Это страшная история. Брат Махмуд, есть также информация, как говорит брат Хабибулла и другие деятели, что там заставляют мусульман употреблять в пищу то, что мусульманам запрещено, например, свинину и спиртное, для того, чтобы быть уверенными, что мусульмане не соблюдают каноны ислама и что они отказались от ислама. Насколько это достоверно? Это в действительности имеет место быть. Газеты и СМИ об этом также сообщали. Когда они кого-то задерживают, они ставят перед ним эти вещи. Давным-давно это касалось только госслужащих. Каждый бюджетник, который, например, не употреблял алкоголь или не ел вместе с китайцами, навлекал на себя подозрения. Подозрения в религиозности и приверженности своей вере, даже если он был членом коммунистической партии. Теперь они поступают следующим образом. На этих праздниках, которые прошли в феврале, они преподнесли подарки. Подарки в виде свинины и алкогольных напитков мусульманам. Госслужащие китайцы преподнесли эти подарки и позвали людей отпраздновать вместе с ними этот новый китайский год. То есть по случаю этого праздника им преподнесли алкоголь и свинину. Также, что касается магазинов, от каждого хозяина лавки требуется поставить алкоголь и сигареты. Поставить алкоголь и сигареты на прилавок в магазине, чтобы все это видели. И если кто-то откажется положить на прилавок подобные вещи, его магазин попросту закрывается. Это все прописано у них в принятых актах и законах как один из признаков экстремизма. Отказ от употребления алкоголя и отказ от курения сигарет. По их мнению, это признак экстремизма. И это действительно факт. Я слушал одного свидетеля, гражданина Казахстана, между прочим.
но его корни из Туркестана. Он получил гражданство в Казахстане, но когда вернулся в Туркестан, его задержали. Он рассказывал, что 1,5 года он не мог зайти в мечеть из-за страха и давления на них. Люди перестали ходить в мечети, потому что поход в мечеть также считается признаком экстремизма и может стать поводом для ареста. Он также рассказывал, что в тюрьмах, да и даже за их пределами, люди держат у себя алкоголь и сигареты в доме. Хорошо, это мужчины, они могут просто не пойти в мечеть. Но что делают женщины в хиджабах, например? Там нет никого в хиджабах. Теперь там нет хиджабов вообще. Там нет прикрывающихся женщин. Поэтому я много раз призывал независимых журналистов отправиться в Туркестан в качестве туристов и посмотреть, есть ли там женщины в хиджабах или нет. Потому что китайцы иногда встречают у себя некоторых послов, некоторых журналистов и показывают им постановочные эпизоды. Постановки с людьми, совершающими намазы, например, в мечети, и показывают это миру. 2 месяцами ранее один из медиаресурсов распространил видео, на котором видны молящиеся в подобных тюбетейках на головах. В наших краях зимой, вот в эти месяцы, февраль и январь, температура ниже нуля, 17-20 градусов ниже нуля. Мы никогда не носим эти тюбетейки зимой. У нас есть другие головные уборы для зимнего времени. Все это показывает, что это обычная постановка, которую они хотят показать всему миру как доказательство того, что они не запрещают мусульманам молиться. Поэтому для того, чтобы люди узнали, что же на самом деле происходит внутри Туркестана, независимые журналисты должны приехать в этот регион сами и посмотреть, есть ли там мусульмане, молящиеся в мечетях, есть ли там женщины в хиджабах на улицах, есть ли там вообще что-то исламское, и таким образом показать всему миру, что китайцы врут, сочиняют ложь одну за другой. Брат Хабибулла, помимо того, о чем нам рассказал брат Махмуд, есть также те, кто заявляет о принуждении девушек-мусульманок к браку с парнями из самого Китая, и что это делается с целью ассимилировать мусульман Восточного Туркестана путем смешивания их с остальным обществом в Китае, как вы об этом говорили. Действительно ли такое происходит? Это правда, и мы сами читали это в интернете, на китайских сайтах. Китай поощряет браки китайцев с девушками из Туркестана. В случае, если китаец женится на туркестанке, ему дают около $7000 наличными. Полностью оплачивают медицину. Его дети получают бесплатное образование в университетах. Ему предлагается бюджетное место и разные другие привилегии. И поэтому любой китаец, приезжающий в Туркестан, может подойти к любой девушке и заявить о своем желании взять ее в жены. Она же не сможет ему в этом отказать. Почему? Потому что это считается признаком экстремизма. У тебя есть какая-то тенденция, экстремистское мышление. Если она отказывается, ее семью запугивают. Ее и всю ее семью могут попросту бросить в застенки исправительных лагерей. Значит, этот брак имеет цель искоренить идентичность? Конечно, естественно. Между нами, туркестанцами и китайцами, в основе никогда не было никаких браков. Даже не мусульмане из нас не выходят за китайцев. Сегодня же мы видим, как заключают массовые браки. Фотографии этих людей, на которых видны туркестанки, выданные за китайцев. Мы видели, о чем говорят их лица на фотографиях. Они просто плачут. У них в глазах кровь. У нас считается большим позором выдать свою дочь за китайца.